Приехали к нам на круглый стол, который посвящен татаро-башкирскому диалогу. Он называется «Язык дружбы, а не вражды». И вот сегодня я предлагаю обсудить тему медиа, то есть медиа как бы вот в этом формировании этого языка. Первый вопрос, который хотелось обсудить, это вопрос именно касается языка вражды, дружбы и вражды. Есть он? Если он есть, то есть вражда это есть, то откуда берут корни вот эта вражда, да? И прежде чем как бы мы попытались первые шаги в этом направлении сделать Раиль Салтыков, он после поездки в Уфу написал такую полемическую колонку свою про соцсети, там, татары, башкиры в соцсетях, да? То есть как бы был такой взгляд на вот это, как бы сказать, диспуты между татарами и башкирами, там, на историю, на... Теперь говорить о том, что вражды, не вражды, язык в медиа, насколько он присутствует и так далее. Ну, думаю, коллеги все согласитесь, что им в прошлый раз и также это подчеркнули, и Рамис, и Тимур, о том, что татарстанских официальных медиа, СМИ и так далее себе не позволяют вот такого тона, да, скажем так, достаточно агрессивного. Редкие исключения, скажем, выпады там некоторых телеведущих, ну это, скажем так, редкие исключения, да. А в целом, скажем так, СМИ Татарстана официальные, допустим, того же холдинга Татмедиа себе такого не позволяют. Мне кажется, то, что взять бы нам все эти переписи до страны да отменить. Признавая наличие, скажем так, каких-то диалектовых особенностей, скажем, на различных уголках Башкортостана, в том числе на северо-западе, я просто не очень понимаю, зачем нужно было, скажем так, это переводить в форму какого-то там политического, общественного или там национального противостояния. Поэтому мне кажется, что вот этот дискурс татар не существует, башкир там не существует, он уже, во-первых, изжил себя, а во-вторых, если говорить там строго методологическим, историческим там, или научным языком, и у обеих сторон наберется столько аргументов друг к другу среди ученых и прочих и так далее, что мы зайдем в такие дебри, что которые нас в итоге никуда и не приведут. Башкирская тематика, она действительно такова, что вот те ключевые истории политики, взаимоотношений, они всегда ведут и всегда возвращаются обратно и так далее. Что бы мы сегодня, например, не обсуждали у себя там в среде башкирской, все равно будет возвращаться к тому, что, опять же, к тем, допустим, тем же событиям, которые были там условно в августе 2019 года. Чуть ли не 90% любой спор, вы, наверное, это подтвердите, что да, все будут все равно возвращаться. Как ты там, да ты там до этого был и так далее. Поэтому, ну, видимо, специфика такая. И, может быть, был прав один деятель, который сейчас в местах неотдаленных, который говорил, что, видимо, для башкир пока сейчас остается главной идеологией, наверное, видимо, собственно, какая-то история, какая-то историческая память. В этом, наверное, есть какая-то логика. И почему, допустим, скажем так, в татарском сегменте, как сказали, там, скажем так, особого частого упоминания нет как таковых башкир, да, там это сами себе, там, свой быт, сабантуй и все прочее, а почему башкирский? Ну, я думаю, это очень легко объясняется, все-таки наша республика и татарского населения, там значительная часть, и мы с ним живем веками каждый день. Здесь, в республике Татарстан, скажем так, да, башкиры и живут, но они незаметны, как, скажем так, в таком большом количестве и значении, которое имеет, допустим, вес татарского населения в республике Башкортостан. Самое удивительное мне было наблюдать, когда Тимур Мухтаров разместил пост о том, что он побывал в Казани, выступил, и я увидел там сообщение от многих ваших известных представителей интеллигенции, почем родину продал, то есть там, Казань перекупила. То есть как, это просто было очень удивительно. Как добиться того, чтобы мы смогли отбросить, как выразился Рамиль Рахматов, раздражение между двумя соседствующими республиками? Как вот этого добиться? Какой нужно придумать проект, который будет объединять, а не разъединять? Это вот такой вот риторический вопрос у меня, я не знаю, кто мне ответит. А вот второй момент, все-таки я соглашусь с коллегами, что по большинству у нас так таковой открытой вражды в средствах массовой информации не наблюдается, но
так или иначе в социальных сетях, в том числе, по большому счету это в Фейсбуке происходит, возникают случаи, когда люди начинают себя не очень красиво вести в полемике межнациональных отношений. То есть с помощью кого это делается и зачем это делается? На самом деле в Башкортостане всегда было очень высокое потребление информации татароязычных СМИ. Рамису эту тему очень хорошо знает. И в свое время у нас были печатные СМИ с очень большими тиражами, которые в значительной степени читали в Башкортостане. То есть это Татарстане читали. Кстати, когда с подпиской начались проблемы, помните, там быстрый цен произошел, у них буквально башкирский тираж обвалился. Там Чаян, Азат Хатан, куча наших изданий, она там распространялась. Но произошло уход читателей от печатных СМИ, переход в интернет. И знаете, у меня есть ощущение последние лет 15, это у нас даже больше, наверное, у нас некое такое, вроде мы рядом, но мы не видим, что происходит у нас друг у друга. И то, что сейчас мы общаемся, это по сути первые попытки как-то этот туман рассеять. Скажем, человеку взять татарину на башкирском языке, начать читать вдруг, да, это достаточно сложно. А если он будет видео смотреть, это гораздо проще. И мы вообще в визуалы сейчас уходим. Даже если там татарскую башкирскую эстраду взять, в принципе у нас целый ряд исполнителей, которые вообще не поймешь, что ли они башкиры, то ли татары, то их все слушают. Что касается языка, да, то есть языка дружбы, вражды, о чем мы сегодня говорим, то наверное, этот язык, да, то есть он, если брать развитие, генеалогию, он появился не сейчас, да, то есть и во многом, мне кажется, он сформировался в 90-е годы, да, то есть когда... И так получилось, что именно этот язык оказался языком и где-то разделения, да, потому что через него мы понимаем свою особенность. И до сих пор, то есть когда идет вопрос, допустим, кто я татарин, да, кто я башкир, то здесь часто именно историк, да, то есть филолог, да, выступает экспертом, который этот язык и формирует. У меня есть любимая книжка по бизнесу, правда, да, то есть называется «Стратегия Голубого океана». Когда-то в стране автомобилей, да, когда Ford создавал свой первый автомобиль массовый, да, это был Голубой океан, да, где не было конкуренции, да, то есть и рынок был совершенно свободен. Он туда пришел, его захватил и разбогател, да, то есть то же самое открытие смартфонов, например, да, то есть с Стивом Джобсом. Тоже было в свое время Голубым океаном, да, когда он туда пришел, этого явления не было. Мне кажется, что касается языка и сферы разговора о татарах и башкир, мы в каком-то таком голубом океане нуждаемся. Да? То есть, может быть, история, филология, прошлое, это уже такой да, то есть океан конкуренции, да, скажем так, и интеллектуальной конкуренции, смысловой конкуренции. А действительно очень много тем есть, которые касаются сегодняшнего положения татар и башкир, да, то есть нашего будущего, нашей будущей идентификации. У меня такое ощущение, что люди как будто пишут под копирку одни и те же слова. Например, свежий, пример, когда в Чекмагушском районе этот парень, например, когда ему задают вопрос на русском языке, он заговорил ответил на татарском языке и сказал: я говорю татарща, а сами переведите. Это смешное видео, сразу такой набрал популярности. Это что башкирские паблики якобы более политизированы, да? Это, поскольку у нас исследование, оно еще сыроватое, это надо еще уточнить. Это стопроцентно верное утверждение. Кто читает, например, те или иные материалы, что происходит в Уфе, там довольно-таки значительная часть, чуть ли не половина аудитории, это, собственно, татарстанцы, казанцы. Поэтому нам есть что друг у друга изучать, что у друга перенимать, поэтому говорю, что мы как зеркало друг на друга смотрим. Какие-то процессы, которые происходят в Башкортостане, раньше, которые в Татарстане, естественно, политические, экономические, всем известные, поэтому о чем говорить? В принципе, есть куда нам работать и куда взаимодействовать.